Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Якутия одна из немногих в России, кто продолжил программу стимулирующих доплат медикам. Первые работники получили средства по новым правилам. Образование, туризм, предпринимательство и IT-сферы будут развивать в Якутии в рамках соглашения с корпорацией «Синергия». Японский кинорежиссер записал видеообращение к якутянам в связи с выходом второй части культового фильма ужасов «Звонок». Резкое увеличение суточных больных коронавирусом произошло в Якутии. За минувший день выявили 242 зараженных, в том числе 53 носителя. Большое количество положительных результатов в Алданском районе – 45 случаев. В Якутске цифры на уровне средних – 92 заболевших. В Мирнинском и Нерюнгринском районах по 13, в Вилюйском и Мегино-Кангаласском по 8 случаев, в Амгинском 7, в Ленском 6, в Горном 5. Во многих других районах от 1 до 4 заболевших. К сожалению, не удалось избежать группового заражения в Алданском районе в одном из социальных учреждений, где зарегистрировано сегодня 45 случаев. На настоящий момент Министерство труда совместно с Министерством здравоохранения проводит соответствующую как профилактическую работу, так и работу по лечению постояльцев одного из социальных интернатов в поселке Илымах Алданского района. Ну и, соответственно, продолжает работу по завершению установления возможных круга контактов. Первые выплаты по новым правилам поступают на лицевые счета медицинских работников. Это реализация новых правил оплаты труда медперсоналу, оказывающему помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19. Наряду с социальными якутяне получают и региональные выплаты стимулирующего характера. Цитата. «Многие субъекты России отменили свои региональные выплаты с момента признания утратившими силу федеральных постановлений. Но Якутия в целях поддержки медицинских работников находится в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией. Решила продолжать осуществлять региональные выплаты за счет резервного фонда Якутии», подчеркивает министр здравоохранения региона Елена Борисова. Более 20 миллионов рублей выделит правительство России на бесплатные лекарства для якутян с COVID-19. Подписанное председателем правительства страны Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовали на сайте Кабмина. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезней и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Ранее на эти цели из резервного фонда правительства России в Якутию было направлено 217,5 миллионов рублей. Образование, туризм, предпринимательство и IT-сферы будут развивать в Якутии в рамках соглашения между региональным правительством и корпорацией «Синергия». Его стороны подписали в Москве. Документ предусматривает открытие первого на Дальнем Востоке колледжа цифровых технологий в городе Якутске и факультета анимации совместно с компанией «Союзмультфильм». Набор и обучение студентов начнется со следующего года. Кроме того, корпорация «Синергия» выступит организатором проведения крупного молодежного форума под рабочим названием «Алмазы Якутии» летом 2021 года. Мы хотим на севере, на Дальнем Востоке, обозначиться праздником молодежным, которым был равнозначным сегодня Западу. То есть Дальний Восток тоже имеет свою молодежь, имеет свои принципы воспитания, свою стратегию развития. Это все должно быть в празднике показано. С гордостью хочу сообщить, что мы запланировали с Якутией создание арт-кластера. Мы предложили развивать именно анимационный кластер в республике на базе нашего сотрудничества с «Союзмультфильмом». И в ближайшее время для республики, я думаю, мы сможем открыть еще двери по образованию в сфере анимации и дизайна и готовить уже международных специалистов, которые могут конкурировать уже со специалистами Диснея и Пиксара. Энергоснабжение поселка Беркакит Нерюнгринского района восстановлено. По состоянию на 9 утра возобновлена работа подстанции «Гранитная» и «Беркакит».
Водоснабжение и теплоснабжение подаются в штатном режиме. Объекты запитаны с резервных дизельных электростанций. В работах было задействовано 3 бригады в составе 20 человек, 3 единицы спецтехники. Напомним, что накануне вечером произошло отключение электроэнергии в Биркаките, Серебряном Бару, частично в городе Нерюнгри, в связи с технологическим нарушением на воздушной линии 110 киловольт. В 21:30 была восстановлена подача в Нерюнгри и поселке Серебряный Бор. Мы четко понимали, что после полуночи у нас все население и все абсолютно жилые дома, школы, детские сады были обеспечены теплом, холодной водой, питьевой водой. Ну а мы дали возможность энергетикам спокойно отработать и ликвидировать те неисправности, которые возникли у них на электрических сетях. Ночью мы не стали переключаться, энергетики уже были готовы к 4-5 часам на переключение. Мы не стали этого делать, потому что ночь она всегда сложна, не хватает специалистов, к примеру, какой-то даже оперативной машины. Да? Поэтому мы решили, что все переключения из резервных источников питания на централизованное электроснабжение будем проводить после 9 часов утра, что было и сделано. Сегодня в Алдане завершается чемпионат WorldSkills Junior. В компетенции лабораторный химический анализ. Знания и мастерство показали юные химики. В научном поединке сошлись 4 участниц. Девочкам предстояло выполнить задания по 2 модулям. Татьяна Вахнина продолжит. Чуть позвякивают колбы, да едва слышен плеск жидкостей. В лаборатории Алданского политехникума сосредоточенная тишина. Главные ученые-исследователи облачены в синие халаты. Это ученицы алданских школ. Девочки являются участницами отборочного тура чемпионата WorldSkills Junior в компетенции лабораторный химический анализ. Это же подготовка к будущей специальности, поэтому мы объединяем не только проведение самих мероприятий по чемпионату, но и все мероприятия, которые связаны с подготовкой и проведением профориентации. Поэтому в этом случае у нас желающие есть. Чемпионат WorldSkills Junior на базе Алданского политехникума проводится во 2-й раз. В этом году в научном поединке сошлись 4 школьниц. Сравнительно небольшое количество участниц отнюдь не свидетельствует о небольшой популярности чемпионата. Изначально желающих попробовать силы в лаборатории было больше, однако сложная эпидемиологическая ситуация диктует свои правила. В том году, конечно, представительство было пошире, а в этом году просто представила одна школа. Сами понимаете, по каким причинам здесь коронавирус. Техническими помощницами старшеклассниц стали студентки политехникума. Первоначально предполагалось, что в этом году чемпионат включит 3 модуля. Позднее, однако, программа была скорректирована, и теперь школьницам предстоит выполнить 2 задания. На 1-й и 2-й модули отведено, соответственно, 4 и 2 часа. Первый сейчас они занимаются калибровкой мерной посуды, а завтра будет титрометрия, то есть титрование. 3-й модуль очень сложный. Они, в принципе, к нему не готовы абсолютно. Это спектрофотометрия. Это, в общем-то, требует определенной подготовки. И для них, я не знаю, тяжеловато будет первый раз. Непосредственно перед чемпионатом школьницы имели возможность ознакомиться с лабораторией. Людям, увлеченным серьезной наукой, конечно, не пристало бурно выражать эмоции. Однако полностью скрыть впечатление девочки не смогли. Наша химическая лаборатория, она соответствует всем требованиям государственного стандарта. И, конечно, в этом случае она отличается от тех лабораторий, которые ребята привыкли видеть в школах. Большим количеством различных элементов, приборов, устройств, которые позволяют делать именно профессиональные различные виды анализов. Поэтому для ребят это тоже было открытие. Получить 2 за Олимпиаду невозможно. Однако для участниц чемпионата оценка способностей и мастерства довольно весома. В качестве экспертов выступили учителя химии и преподаватели среднеспециальных учебных заведений. Татьяна Вахнина, Алдан. 8 современных якутских художниц принимают участие в перформансе «Шепот». Автором является российская художница Надежда Титова. В течение нескольких часов в стенах Национального художественного музея будет изготавливаться лоскутное одеяло, состоящее из традиционных якутских узоров и репродукций картин. Подобные перформансы уже проходили в других регионах страны. Его главная цель – показать многообразие культур в России и роль женщины в создании культурного слоя. После завершения работы полотно будет передано в хранилище музея. Посетители же смогут его увидеть уже после новогодних праздников.
Современный мир, он, с одной стороны, опирается на культуру, да, на традиции, с другой стороны, существуют современные формы самовыражения. Да, и сейчас в Якутии очень много ярких личностей, якутских художниц, которые в своем творчестве размышляют, да, о культурном коде якутской женщины. Быка весом почти в тонну установили на главной площади алмазной столицы. Символ года арылахские мастера вырезали из снега несколько дней. Появились в городе и ледовые фигуры. Анна Брянская пообщалась с мастерами и узнала тонкости работы. Под присмотром Снегурочки и Деда Мороза арылахские мастера из простой глыбы льда делают новогодние фигуры. Даже в минус 43 можно творить искусство. Работать со льдом на 40-градусном морозе непросто. Никогда не знаешь, как поведет себя материал. То инструментом не поддается вовсе, то трескается от малейшего движения. Вот с зазубринами он берет, вот грубо берет. Ага. А вот этот уже берет более гладкий. Он придает гладкий вид, чтобы был более прозрачный лед. Угу. Скажите, а вот этот вот маленький, да, вот им что делать? Какие-то мелкие детали прорабатывать? Да, вот, допустим, когда идут угловатые, допустим, детали, чтобы не ломать лед. Лед местный. Его добывали из реки Малая Батуобия. Вода в ней чистая, поэтому и материал получается прозрачным. Бензопилой арылахцы распиливали куски нужного размера и нивой вытаскивали из водоема. Снег, кстати, тоже сельский. И с ним скульпторам работать намного проще. Фигуры из белоснежного сырья можно лепить, как из пластилина. Снежную массу превращаем как бетонный раствор. Как весной бывает. И вот прямо с мокрого снега начинаем лепить. Основу даем и уже детализацию делаем. Создавать новогоднюю сказку на городской площади – задача художника Никандра Васильева. В свободное время сотрудник МУАДа обожает заниматься творчеством. В летнее время он делает из бетона скульптуры по индивидуальному заказу. Зимой вот уже 3 года творит на благо всех горожан. В этот раз с командой изготовили мамонта, тигра. Белку с желудем вообще внутрь ледового блока поместили. В общем, фанаты мультика, вероятно, оценят. Но главным героем ледяного городка стал все же символ 2021 года. Белоснежный бык весом почти тонну занял почетное место в центре. Еще пару дней, и городок на площади готов. Жители уже предположили, быка, скорее всего, оставят без рогов вандалы. Их проделки уже в Мирном почувствовали, правда, во дворах. Пару недель назад горожанин Дмитрий Зубик установил недалеко от дома миньона. Фигуру сломали. Теперь ее место занял Спанч Боб. В своем инстаграме мирнинец сказал так: если простоит 3 дня, рядом будут появляться другие. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Японский кинорежиссер Хидео Наката записал видеообращение к якутским зрителям в связи с выходом 2-й части культового японского фильма ужасов «Звонок». Всем привет, это Хидео Наката. Обратился он на русском языке. Кинорежиссер пожелал якутянам здоровья и пригласил на просмотр фильма «Звонок. Последняя глава», показы которого стартуют в Якутске завтра, 17 декабря. Прокатом фильма в России занимается компания «Кинологистика». Директор Анатолий Сергеев, родом из Якутии. Он и попросил записать режиссера эксклюзивное обращение специально для нашего региона. Привет всем. Это Хидео Наката. コロナで大変ですが、皆さんお元気で頑張ってください。貞子の映画をぜひ見に来てください。Пока-пока. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.